8 мая 1941 года родился человек, чье имя стало синонимом научной честности и политического мужества. Юрий Николаевич Воронов – археолог, открывший миру тайны цибельдинской культуры, и политик до последнего вздоха, защищавший право своего народа на существование. Его путь начался в родовой усадьбе Ясочка, Цибельде, а первая коллекция древностей, найденных им, была передана в музей, когда Юрию было всего 13 лет. Коллеги вспоминают, что Воронов всегда был неудобным. В науке он не признавал авторитетов, если те шли против фактов. Вначале к нему было определенное недоверие, потому что считали, что это человек чуть ли не Тбилиси, который прислан это. Но после целого ряда его выступлений, с самого начала он себя показал так, и именно научная принципиальность, когда многие вещи, которые раньше считались абсолютно этими, когда он вдруг начал давать совершенно другую оценку, и в частности шедшую вразрез с концепциями грузинских ученых, он, знаете как, они довольно быстро вдруг умеют создавать себе врага, и вот он стал почему-то их врагом. Воронов перевернул представление об истории Абхазии. В 1978 году он прямо назвал абхазов единственными аборигенами своей страны, а архитектуру Абхазского царства выделил в самостоятельную школу, не имеющую отношения к грузинскому зодчеству. Для современных ученых его труды – это база. Для меня первостепенное значение имеют памятники цибельдинской культуры, которые связаны с предметами вооружения. Чаще всего такие памятники представлены погребальными какими-то комплексами. Ну и, конечно же, крепостные сооружения, коих на территории Абхазии огромное количество. Вот с ними мы, наши современники, продолжаем работать. И работа Юрия Николаевича для нас это фундамент. Вот мы на них опираемся и уже пытаемся делать новые выводы. Принципиальность ученого привела его в политику. В годы войны голос Воронова звучал на всех мировых площадках. Более 100 статей, десятки телеэфиров и знаменитая «Белая книга Абхазии» – документальное свидетельство геноцида абхазского народа. Он боролся не за лозунги, а за правду. То, что он считал правильным, он готов был отстаивать и перед абхазами, и перед грузинами, и перед этими, потому что многие его построения не нравились, скажем, и абхазским некоторым ученым, но он считал, что это и российским, и грузинским, и так далее, но он боролся за свою эту. И во многом именно эта его позиция, правдолюба и правдоруба, иногда, и стала, и привела его и в политику тоже. Мы знаем, в основном сейчас Юрия Николаевича как большого политика, как депутата, как вице-премьера, как человека, который на крупных мероприятиях выступал в защиту Абхазии. Но он выступал в защиту не просто Абхазии, а в защиту правды, связанной с Абхазией. И именно это, наверное, самое ценное, самое то качество, которое, в конце концов, он сложил свою голову за Абхазию. Юрий Николаевич обладал редким даром политического предвидения. Он понимал, что конфликт на Кавказе – это часть большой игры мировых держав, и предупреждал о последствиях двойных стандартов. Сегодня практически европейское, мировое сообщество, оно повторяет те ошибки, которые в свое время кайзеровская Германия и, гитлеровская коалиция организовали в той зоне и, вообще в зоне на территории Евразии. Она повторяет эти ошибки. Происходит по закону джунглей. Там где-то очень респектабельные политики, очень аккуратные, воспитанные, культурные. Боснийская, хорватская создана федерацией, совершенно верно. Сербскую нельзя, да? Да, здесь нельзя. Тут принцип двойного стандарта. Грузии можно убивать своих граждан, это нормально. А Абхазии, защищаться от Грузии нельзя там.
Но Армении, Карабаху, понимаете, нельзя, понимаете, защищаться. Он не хороший, а вот Азербайджану можно. Там Молдавии, понимаете ли, можно убивать, там молдаван, понимаешь, там русских, украинцев, понимаешь. А приднестровцам, понимаешь, защищать это нельзя. Это нарушение какого-то порядка. Аналогичная ситуация происходит и там. Все от сильных мира сего. Ну, это получается как слоны в посудную лавку, когда попадают. Они, конечно, даже, может, не хотят, но они топчут эту посуду. Ну, а тут топчут человеческие судьбы целых народов, понимаете, страдают в этой мешанине. Ну, война, мировая война, передел мира, передел влияния, он, к сожалению, всегда распространяется с этим. Юрий Воронов был слишком опасен для своих оппонентов. Не силой оружия, а силой слова и авторитета. 11 сентября 1995 года вице-премьер Юрий Воронов был застрелен на пороге своего дома. Его гибель стала общенациональной трагедией. Недаром именно он был избран, да, с целью вот такой. Не кто-нибудь из нескольких вице-премьеров, да, а вот именно такая фигура, которую знали не только, это была фигура все же не абхазского масштаба, понимаете, не масштаба Абхазии. Он выходил за ее рамки, его принципиальность, она вот была всюду, касаясь и государственных дел. И, извините меня, вот в моменте начиналось, да, вот передел собственности и так далее, где он тоже выступал часто защитником Абхазии больше, чем абхазы и так далее, многие из которых, ну, свои интересы имели, да. Его научное наследие продолжает жить и сегодня. Работа Юрия Воронова остаются фундаментом для историков и археологов, а его взгляды и подход к науке по-прежнему находят отражение в современных исследованиях. Для коллег и учеников он был и остается примером ученого, который никогда не отделял поиск истины от личной ответственности. И сегодня его память звучит уже и в творчестве новых поколений, в том числе в стихах, которые написала учительница средней школы номер 3 Елена Чачхаля. Забауит вора, урдыр шахаю, ехите амша зихара, убакапхе, хырхедзиге. Юрий Николаевич Воронов – кавалер ордена Ахдзябша первой степени. Ученый с мировым именем и государственный деятель, чья жизнь стала частью истории Абхазии. Он оставил после себя не только научные труды и политическое наследие, но и главное – память о человеке, для которого поиск правды был смыслом жизни. И эта память продолжает жить в трудах ученых, в словах учеников и в истории страны, которой он служил. Марианна Котова, Турника Мичба, Абаза ТВ.